Усяго было сфармавана каля 180 атрадаў. Больш за 2000 студэнтаў працавалі на будаўніцтве брэсцкага аўтавакзала. У аздараўленчых лагерах устаноў адукацыі удзельнічалі ва ўзвядзенні аб'ектаў першай беларускай АЭС, дапамагалі аграрыям вобласці. Працоўны дэсант брэстаўчан высадзіўся нават у суседняй Польшчы. Самымі масамі былі пет і сельгаз атрады. Выдатна зарэкамендавалі сябе тыя юнакі і дзяўчаты, хто працаваў і ў сацыяльнай сферы. Студенческие отряды работали на территории всей области, и каждый территориальный комитет БРСМ сформировал студенческие отряды. Трудовая занятость действительно интересна для студентов сейчас. Они здесь получают бесценный опыт и в трудовой деятельности, они получают, конечно, опыт дружбы, ну и, конечно же, деньги, первые деньги, которые не смогли заработать. Командиры и бойцы студатраду поделились уражениями и поспехами, наметили перспективы дальнейшего развития студатрадовского руху. Наш штаб трудовых дел работал на ЖРЭУ города Пинска. Мы работали уборщиками территории, ребята добросовестно выполняли свои указания. Ежедневно мы работали с 2 до 5. Ребята получили 150 рублей за 2 недели. Летом обязательно пойдем опять работать в студенческом отряде. Ва ўрачыстым падвядзенні вынікаў трэцяга працоўнага семестра ўзялі ўдзел кіраўнікі прадпрыемстваў города, прадстаўнікі областной улады. Для нас важно то, что молодежь находит общий язык со сверстниками, а также учится строить свою трудовую деятельность. Было множество объектов в этом году. Рассчитываем, что в следующем году их будет не меньше, в том числе в связи с тысячелетием города Бреста. Поэтому мы рассчитываем, что это движение, естественно, будет набирать обороты. Трэці семестр 2018 стаў адным з паспяховых за апошні час, але ён у мінулым, а зараз надышоў час распрацоўваць планы на лета 2019. Уладзіслаў Шарэйка, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».